Сейчас я прикрою тогда дверь. Итак, дорогие наши подписчики канала Питер Татар и зрители прямого эфира на YouTube-канале Питер Татар, я Катифа Ганединова. Сегодня приветствую вас мусульманским приветствием ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракятуху, и также татарским халики часами сэс. Сегодня у нас очень интересный спикер, мы его долго-долго ждали, и, можно сказать, в полевых таких в полевом режиме, в статусе его все-таки выловили. Это Руслан Айсин, политолог, руководитель концептуальной площадки Татполит и проекта «Поистине». Руслан Айсин согласился с нами сегодня поговорить и вообще, в принципе, осветить такую тему «Татары сквозь века. Становление татарской нации в историческом сюжете». И мы затронем такие вопросы. Почему нация? Богоданная сущность, и почему интерес к этнической идентичности остро проявляется в моменты кризиса. И, конечно же, затронем тему татарского языка и его состояние на сегодняшний день в логике 21 века. Итак, приглашаю нашего уважаемого спикера Руслана Айсина. Вам слово, уважаемый наш модератор. Ассаламу алейкум. Спасибо за приглашение, за то, что вы, так сказать, ждали и настояли на том, чтобы я вышел в эфир. Действительно, в немножко полевых условиях. Сейчас нахожусь в Саратове, также в гостях у наших татар. Вот сейчас буквально закончилась презентация книги про татар, значит, Саратовской области. Очень интересно, и пообщались, и в этом смысле очень символично, что мы продолжаем этот разговор вот в рамках той темы, которую вы обозначили. Действительно, татары проявились в истории очень давно, это как минимум тысячелетняя история. И, собственно говоря, ее исторический разрез, если анализировать, то окажется, что татары были народом, который организовывал несколько имперских пространств, народ, который был элитным слоем в нескольких государствах, народ, который в разных условиях, и в условиях гонений, в условиях отсутствия государственности, все равно смог организоваться, выжить и вновь заявить о себе, как это происходило 100 лет назад, когда был ренессанс татарской нации, татарской культуры, и, собственно говоря, сейчас. То есть, в принципе, это говорит о том, что татары, вполне сформировавшаяся нация с крепким внутренним стержнем, с достаточно внятным пониманием своего места в истории и некого понимания будущего. Конечно, проблемы есть, не без этого. Но надо сказать, что татары ведь являются народом дисперсно расселенным. То есть татары не живут компактно. С одной стороны, это создает проблему, с другой стороны, это открывает новые возможности. Ну, мы знаем, что в мире несколько таких народов. Это еврейский народ, который находится в состоянии галута, что на иврите означает рассеяние или там бавель, там смешение. Есть там армянский народ, условно говоря, там, и так далее. И татары тоже расселены, тоже рассредоточены, но в отличие от, например, евреев и армян, татары все-таки народ имперский, который в свое время был участником построения крупнейшей сухопутной империи в мире, Монгольской империи, которая простиралась по территории всей Северной Евразии, да. Ну, самая большая империя, как известно, это британская, но имеется в виду и сухопутная, и морская. Но вот если конкретно материковая, то это империя, которую построили наши предки. Но построить империю, как многие считают, это не так просто. Есть такое очень кривое представление, что якобы пришли кочевники, тюрки-монголы, сносили всех и устанавливали власть. Конечно, не соответствует действительности, есть очень много хороших исследований, которые говорят о том, что соотношение кочевой культуры плюс ко всему культуры
управления, это говорит о высокой, ну, подготовленности этих народов. Потому что в сложнейших условиях, когда ты, с одной стороны, являешься кочевой, ну, сущностью, да, то есть кочевой политической единицей, а с другой стороны ты организовываешь политическое общество. То есть вот с насколько так просто это не организовать, собственно говоря. Люди, которые хоть элементарно проводили, организовывали какую-нибудь конференцию или маломальскую какую-нибудь там праздничную программу, они прекрасно знают, что нужно вложить достаточно много усилий для того, чтобы сделать какое-то небольшое мероприятие. А здесь речь идет о государственном управлении с достаточно понятной, внятной системой экономической, хозяйственной. И многие вещи, которые остались, например, в Российской империи, они остались наследством от Золотой Орды. Более того, Российская империя сшивалась по лекалам политическим Золотой Орды. И многие, ну, огромное количество понятийного политического аппарата осталось до сих пор с тех времен, начиная от понятия денег, дорога, налог, таможня, ну и так далее. То есть они остались как бы по наследству. Поэтому в Российской империи, ну, так достаточно относительно легко завоевывала территории, потому что именно идею экспансии ей привили тюрки. Никакой экспансионистской политики у восточных славян, собственно говоря, не было до этого. Поэтому татары оставили огромнейший след, глубокий след в истории. Но, к сожалению, в связи с разными политическими, идеологическими перипетиями, этот след старались замылить, старались его убрать. Я сам был свидетелем, я еще застал школу советского периода. Нам преподавали историю, что мы там татаро-монголы, завоеватели, не такие очень варвары. Вот сегодня у нас сопровождал один татарин, брат, и он рассказывал, что до сих пор в школе его ребенку учат так, что якобы кочевники – это немытые люди, которые пришли на территорию Российской Федерации современной и портили жизнь местным жителям. То есть до сих пор вот эти вот клише, эти ужасные штампы, они действуют. Даже не штампы, это скорее идеологическая диверсия, которая имеет, ну, достаточно внятные политические цели. Поэтому нам сложно в том смысле, что мы должны еще преодолевать это вместо того, чтобы заниматься обустраиванием духовной, политической, социальной, культурной инфраструктуры. Мы преодолеваем сопротивление среды со всех сторон. Вот. И в этом смысле огромное количество ресурсов тратится именно на это. Но если посмотреть по-другому, то это выковывает в нас определенную психологию, определенный психотип того, что ничего не дается просто так. Как писал в свое время классик: так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Булат не выковывается просто так, он все-таки проходит огонь, воду, так сказать, удары молота на себе испытывает, и лишь после этого из-под этих ударов, из-под этих искр уходит то, что называется меч булат. Поэтому татары проходят сейчас тоже период определенного становления. Возможно, что не все получается, это и понятно. Новые условия, новые критерии, новые вызовы, новые проблемы. Ведь в советское время, по сути говоря, татары не могли общаться между собой так, как общаемся мы. Информационного общества не было, политических взаимоотношений культурных не было. Татарстану, ТССР тогда не давали возможности общаться с татарами. И, как мне сказал один наш мудрый аксакал, в то время роль таких амбассадоров культурных выполняли наши деятели культуры. Покойный Ильхам Ара Шакиров, Альфия Авзал, которые ездили с концертами в регионы компактного проживания татар и, в общем-то, выступали вот теми людьми, которые как бы связывают культурное поле. Вот. Но с развалом Советского Союза, с переходом в новое информационное общество у нас появилась возможность участвовать, коммуницировать уже в виде там других реалий, да, то есть через сеть интернет, через организацию различных мероприятий. То есть это дало нам возможность, с одной стороны, мы ругаем информационное общество, а с другой стороны, оно позволяет нам объединяться, хотя бы виртуальным путем, но вот то, что
делаем, например, мы сейчас с вами. Это же тоже возможность, которую нам подарил новый технологический век, новый технологический ренессанс, который мы испытываем. То есть татары, я заслушал как-то один доклад одной японской исследовательницы, которая, достаточно давно, это было более 10 лет назад, делала исследования относительно того, как относительно малочисленные народы на Евразии используют различные коммуникативные технологии. И оказалось, что татары занимают первое место по количеству сайтов, различных групп тематических в социальных сетях и так далее. То есть она говорит, что каким-то непонятным образом татары очень быстро втянулись в этот процесс и используют его в своих интересах. То есть это говорит о том, что у нас генетически присутствует и ментально идея того, что мы должны объединиться. Причем объединиться не просто так, а ради реализации некого большого проекта. Это возможно только по причине того, что у нас в коллективном бессознательном присутствует и отложена, как в долгий ящик, идея, мысль о том, что так или иначе мы должны объединиться в некую большую общность. И в этом смысле потенциал есть широчайший. Более того, мне приходилось очень много ездить в татарском мире сейчас. Я вижу, что татары, где бы они ни были, они достаточно деятельно участвуют в общественной жизни, они организовываются, даже в формате проведения сабантуй и так далее. Это все равно ведь требует определенных навыков, усердий, ресурсов временных, человеческих, организационных и так далее. То есть татары вот эту вот идею сквозь века проносили. Несмотря на то, что с потерей ханств в новое время, в конце Средневековья, казалось, что потеряли я не знаю, государственность какие-нибудь бретонцы, гасконцы, какую-нибудь автономию, и все, кто о них знает. А татары, потеряв, все-таки об этом до сих пор думают, до сих пор коллективная память народа об этом жива, потому что это не только восстановление некой целостности административной, это восстановление политических прав, это восстановление того притязания на элитарность, которое было у татар, потому что само понятие татар было знаком качества. То есть это были элитные люди, которые завоевали вот этот вот политический статус свой через некое усердие в войне, в организации чего-то. То есть быть лидером – это не просто, так сказать, быть административным начальником. Это прохождение через сито каких-то трудностей, которые в конечном итоге дают вам общественный капитал для того, чтобы выступать в качестве политического лидера, духовного лидера. И, собственно говоря, и сама история, и сама современность говорит о том, что мы не должны забывать о своей истории, мы должны двигаться вперед, и, в общем-то, у нас есть для этого все возможности. Скрепляющим элементом всего этого является ислам. Мы не должны забывать про наш язык, про нашу культуру, про нашу историю. Вот если мы сможем концептуально все эти вещи сцепить и организовать в некую единую вертикаль, тогда, я думаю, нам не страшны никакие перетрубации, невзгоды, трудности и несчастья, потому что Всевышний испытывает не только людей, но и целые народы. Что касается Бога данной сущности, о которой вы сказали, здесь тоже есть доводы, которые говорят о том, что нации не возникают искусственным образом. Это создание Всевышнего. Всевышний в Коране говорит, что мы создали вас народами, дабы вы познавали друг друга. Да, значит, что касается познавали друг друга, есть интересный момент, который я недавно для себя открыл. Это не просто изучение как этнографического, культурологического аспекта. Познавали друг друга, например, на иврите это означало познание и обладание. Познание одновременно обладание. Что значит обладание? Это значит
реализация некого большого проекта, замысла. То есть познавать для того, чтобы притереться и создать единую умму. Но чтобы создать единую умму, нужно пройти стадию вот этой вот притирки, обладания, познания, да, которая позволяет нам, позволит нам в будущем безболезненно стать единым целым, единым и гомогенным как бы полем. Это первый момент. Второй, также в Коране сказано, что мы дали вам языки и расселили вас по земле. То есть язык. И там еще один аят есть, который говорит, что мы научили Адама именам вещей. Именам вещей – это и есть язык. Потому что язык есть, собственно говоря, оборотная сторона мышления. Вне языка нет ничего. Вне языка мы не то, что не можем помыслить, вне языка мы ничего не можем представить, потому что все, что представлено, все, что явлено нам в мыслительном аппарате, в речевом аппарате, это продукт языка. Вот. И поэтому сохранение языка это является просто для нас, как сказать, необходимостью, да, прямым указом Всевышнего, потому что язык невозможно придумать. Ну, пытались там модернисты придумать эсперанто, ида, где они сейчас, кто есть эти люди, которые обладают или говорят на этом языке. Нету этих людей, потому что оно искусственно, естественно, не имеет как бы того импульса внутреннего божественного. А вне языка человека не существует. Вне языка человек просто является социальным животным, которое реагирует на какие-то импульсы. Поэтому все эти вещи, если их осмысливать в очень глубинном и серьезном аналитическом разрезе, получается, что это не продукт нового времени, это не продукт этнологов, которые сочиняют. Это более важная вещь, которая связана именно как бы с божественным присутствием. И поэтому сохранение нации, сохранение языка является необходимым императивом, на который должен ориентироваться каждый уважающий себя человек. Если человек себя не уважает, то, конечно, он может говорить, что это мне не надо, то мне не надо. Он просто боится брать ответственность. Потому что это ответственность не только за себя, это ответственность и за семью, и за нацию. А ответственность такой может нести только человек с большой буквы. Деклассированный элемент, человек, который представляет из себя просто какое-то собрание невнятных, так сказать, сущностей, коим является, по сути говоря, современный человек, конечно, он не может брать такую ответственность. И поэтому сама постановка таких вопросов для него является кощунственной. Я стараюсь мимо таких людей проходить мимо, потому что считаю, что они недостойны того, чтобы говорить о таких вещах. Настоящий человек, он как бы сразу откликается звоном в сердце на такие вещи, потому что то, о чем мы говорим, это даже не состояние социального и какого-то общественного бытия, это горение сердца. Вот. А горят сердцем, пассионарии горят сердцем люди, которые по-настоящему, что ли, коммуницируют с этой реальностью. Вот. Обывателю, к сожалению, такие вещи не даются. Вот. Поэтому, закругляя свой спич, я должен сказать, что мы имеем в истории очень серьезную такую проявленность. Вы знаете, как говорил Монтескье, если я не ошибаюсь, Монтескье, говорил о том, что есть в истории такой народ, татары, которые произвели очень много завоеваний, которые создавали огромные империи, пространства, организовывали политические проекты. Но о них мало что известно по той простой причине, что они за собой не записывали. Да, то есть они считали где-то ненужным, где-то как бы не было возможности записывать за собой, то есть анналы истории вести. И говорит, поэтому об их ратных подвигах, об их славных делах мало кто знает. Поэтому, видимо, татары очень увлечены своей историей. Я приведу один небольшой факт. Самое большое количество кандидатов и докторов исторических наук, на 100 тысяч человек, условно говоря, это в Татарстане. Потому что история является для нас очень таким важным сакральным
делом, потому что все даже там священные писания, они повествуют об истории. Сама история есть проявление божественного замысла. Знаете, был такой, вернее, христианский богослов еврейского происхождения Филон Александрийский, понятно, жил в Александрии, который сказал, что понятие логос, то, что у нас называется калимуллах, это проявление божественного замысла на земле. То есть сама история есть проявление божественного, реализации божественного замысла. Вот. Поэтому к истории надо относиться не как к перечню различных исторических фактов или событий, как многие это воспринимают, а история – вещь, через которую проявляется, как говорил Гегель, абсолютный дух, да, который действует через человека в истории. Возможно, опять-таки, для современного человека, который увлечен покемонами, эти вещи звучат очень фантастически, вот, фантазийно. Но когда ты находишься в пучине и в центре всех этих вещей, ты понимаешь, что действительно история имеет и внутреннюю логику, и свой дух. И когда ты с этим соприкасаешься, тогда ты ощущаешь мир совсем по-другому. Тогда ты смотришь на мир глазами не просто историка, а глазами человека, который свидетельствует о настоящем, о прошлом и о будущем. Ну, вот, если коротко, то так. Руслан Эфенди, благодарю за такой достаточно мощный аккорд, такой спич. Но вы вначале привели в качестве примера, что урок истории, который, да, проходят дети в школе, программа, определенно несет контексты, смыслы. И, собственно, как вот то, что вы сейчас объявили, монтируется в логику в Российской Федерации в целом, да, вот гармонии как таковой, да, добрососедства того же ислама, как вот стали говорить, с христианством. И также вы часто упоминали иудейскую, да, традицию и определенную схожесть, как я понимаю, с нами, мусульманами. Вот вопрос следующий. Историю пишут победители, и вы, и я, мы учились на одних учебниках, и сегодня в какой-то степени этот шлейф нас как бы накрывает. И в то же время ничего не изменилось, как я понимаю. В школах опять продолжают вот эту вот историю преподавать странную. А мы вот сейчас с вами так открыто, ярко обсуждаем, что вот значимость и сквозь века татарского народа. Вот как это монтируется в логику Российской Федерации и ее повестки? Я так уже разделила ее повестки. Насколько это тоже корректно? Ну, как политолог, скажите. Ну, абсолютно корректно. Корректно, конечно, сравнивать, что есть некий режим, который преследует свои узкополитические, узкокорпоративные цели. Есть страна, которая часто не имеет отношения к тому, что декларирует власть. Есть простые люди, есть интеллектуалы, которые мыслят и думают совсем по-другому, которые, конечно, хотят жить в мире и, как вы сказали, добрососедстве с татарами. Татары хотят жить в мире с другими народами. Все-таки татары второй по численности народ у Российской Федерации. Это народ политический, это народ стержневой, хребет, без которого как бы не состоялась Российская Федерация, это надо сказать прямо. Но есть люди во власти, есть люди в интеллектуальных институциях, которые считают, что можно обойтись как бы без всего вот этого, что нужно реализовать некий проект, в котором, как до революции было, да, в триаде Уварова, православие, самодержавие, народность, один народ, один монарх и одна вера, одна религия. Но нельзя провернуть фарш обратно. Нельзя. Знаете, что такое вот фарш с латинского переводится, между прочим, как смешение, как неразборчивость. Вот то, что происходит, и отсюда происходит слово фарс. И фарс, и фарш – однокоренные слова, одно и то же. То есть мы видим вот этот фарс,
и фарш. Вот. И, к сожалению, историю используют как инструмент идеологического воздействия, как инструмент, при котором пытаются сломать некие такие традиционные, скажем, ценности, которые у нас есть, да, используют для своих вот этих вот нужд. И очень хорошо используют, потому что история является очень важным мобилизационным ресурсом. Ничто так не мобилизует народ, как история. Ратная история. Ничто так не мобилизует людей, общество, как вот стравливание на исторических травмах, на исторических аналогиях, да. Вот. И люди, планировщики реальности, конечно, об этом знают. Но здесь что можно противопоставить? Опять-таки, то, что я говорил, это увлечение историей. То, что у татар существует. Заниматься собственным самообразованием. То есть ничего не мешает нам, много учебников, много книг по истории татар, по истории там, значит, отдельных групп татар, которые тоже расселены по России. Надо этим увлекаться, потому что ничто так не дается, как вот легко, как, скажем, желание найти правду. С одной стороны, это сложно, но с другой стороны, в какой-то момент появляется легкость и крылья сзади, которые вас, как бы ветер, вот этот вот поток правды вас гонит. Кстати говоря, слово рух, да, дух, рух, да, это однокоренное слово с арабского рих, что означает ветер, дуновение. Значит, отсюда и санскритское дух, дуновение, дуть, да. То есть именно вот рух, внутренняя правда, это то, что тебя как бы вот ветром несет. То есть это особое состояние. Поэтому человек, который ищет правду, он всегда находится в особом полете таком. Поэтому есть сложности. Но опять-таки, когда нам было легко? Когда татарам было легко, я хочу спросить? Никогда. Татары – народ героический. А что такое героизм? Героизм – это преодоление трудностей. Герой не может существовать в комфортной среде. Герой – это всегда тот, кто бросает вызов. Тот, кто всегда там бросается на амбразуру, как это делал там Матросов, да, который был, как известно, татарином. Поэтому не надо, как бы вот, я призываю некоторых наших соплеменников не вдаваться в пессимизм. Пессимизм – это то, что тебя сковывает по рукам и ногам, то, что как бы судорогой твои ноги, твои чела заставляет не работать. А это не наша стратегия. Наша стратегия – это всегда действие. Мы же бывшие кочевники, а для кочевников нету границ. Он всегда отодвигает горизонт. Более того, так как наши предки перемещались на лошадях, мы всегда видим чуть-чуть выше, чем остальные. То есть наш горизонт планирования всегда, это действительно, это сильно дает на ментальные поля, действует. Когда человек как бы передвигается в лесу, у него одна этническая психология складывается. Да? Мы знаем лесные народы, как бы, вот они сразу просчитываются. А кочевники – это совсем другое ощущение. Это я просто вам напомню, что все великие пророки единобожия, начиная с Ибрагима, алейхиссалам, Авраама, это были кочевники. И Нух, в смысле, и Муса, алейхиссалам, Иса, алейхиссалам, и наш пророк, ислам, салам, они все были кочевниками. То есть это люди, которые не были укоренены в локальности. Это люди, которые пространство ломали. То есть они ломали собой пространство, и там, где они, туда, куда они уходили, там и был центр. Там, где мы, там центр. Вот. Если ты живешь с этим ощущением, тут абсолютно тебе ничего не страшно.
Так, а теперь по поводу татарского языка. Вы отсылку Да. делаете к арабскому языку. И та реформа, которая претерпела старотатарский язык, ну, это вообще, в принципе, такая достаточно больная тема, чувствительная тема. Нет ли какого-то такого отчуждения у современных татар, которые вот говорят, вот, Катифа, мы приезжаем в Казань, и не слышим порой, вот, да, вот зачастую в подавляющем числе татарскую речь, на русском говорят. И вот это вот искусственное некое вроде бы, да, вот трактуют такое свое наблюдение, что это искусственно, что вот учите татарский. А нет ли в этом такого фокуса, что так как это нам навязали в какой, да, вот эти реформы, кириллица, латынь, да, поэтому и происходит вот это размывание, расфокусировка, и нам ближе арабское, потому что на нем говорили наши предки тысячелетиями, да, и, соответственно, ну, как бы вот реформы по алфавиту, по письменности и затиранию магометанства, вот оно как бы, собственно, вот сегодня мы в реальности того, что татарский современный, он вот как-то вот имеет вот такую Ну, нестабильную, да, ситуацию. да, Вопрос понят, да, вот к чему я, да, то есть вот веду. да, Мгм. если позволите, я да, отвечу. И Мгм. хороший, правильный, своевременный вопрос. Дело в том, что люди, которые так говорят, скорее всего, это люди конформисты, которые просто не хотят углубляться, не хотят учить. Значит, моя покойная бабушка со стороны мамы Аби Рахмябой, она писала арабицей, писала стихи, вот, и она как раз на себе, то есть вот на ее поколение пришлось смена вот двух письменностей, да, но она преодолела этот момент. Татары – представители цивилизации книги. Татарина без книги, без грамотности трудно представить. В этом смысле для нас нет этой сложности. Если ты считаешь, что нужно возвратиться к корням, так, пожалуйста, учи и арабский, и татарский. Даже современный татарский на 25% состоит из арабицы и персидских слов. Какая сложность? Да, более того, зная татарский язык, легко изучить и персидский, и арабский язык. Я уж не говорю про фонетику, про произношение и прочее. Да, претерпели изменения, но эти изменения не по нашей причине, это не является причиной того, чтобы не учить язык. Я это вообще воспринимаю как конформизм, как нежелание. А к конформистам я отношусь с неуважением, потому что конформист – это человек, который, ну, как вот там в Гончарове, как там этот персонаж был, Штольц, да, или Шольц, который там на диване лежал, и ничего не хотел менять. Твои предки проливали кровь за язык и так далее, а ты как бы сидишь и, значит, вводишь носом то, сё, пятое, десятое, то не устраивает, учебник плохой. Ну, есть проблемы, но я просто напомню, что евреи утеряли язык во втором веке нашей эры, да, после разгрома, там, восстания Бар-Кохбы, там 130 какой-то год нашей эры. И, собственно говоря, уйдя с Иудеи с Израиля, они потеряли практически язык, ушли вот в это рассеяние, в Галу, но они восстановили его в 60-х годах прошлого столетия. Да, они сохраняли язык как язык литургии, да, как язык синагоги. Но при этом относились к нему с большим почтением. Владели разными языками на основе иврита, там возник идиш, там латиндо, да, так сказать, испанско-ивритский, ну и так далее. Там очень много как бы, под языковых систем. Но смогли восстановить. Если есть желание, если есть отношение к языку как богоданной традиции, тогда тебя ничто не должно смущать. Тем более сейчас такое огромное количество возможностей, технологий, интернет, возможность общения. То есть я вам скажу честно, что я очень много спорил и спорю с этими людьми. Я тоже городской житель, я тоже говорил достаточно плохо, понятно, что у меня больше возможностей, чем у других, но хотя бы базовые знания надо знать. Я спорил с людьми, которые владели 4 языками. 4, но они не хотели владеть татарским. Времени нет, но он изучает французский, там, испанский, английский, он как бы им владеет.
Татарский, он там находит массу причин. Мы не говорим о том, что вот ты должен знать в совершенстве, но ты должен освоить азы. Это очень важно, потому что в языке заключена, ну вот мудрость народная, не люблю я это слово, но, скажем так, ментальная особенность. Есть вещи, которые не передаются другими языками. Не передаются словом «мам», там, да, ее можно перевести мелодика, гармоника, ну, то есть, но все равно ты будешь подбирать. Нету, например, аналога понятию, какое есть в испанском языке, слово «дуэнде», которое ввел великий испанский поэт Лорка. Ну, не переводится оно. Это состояние и смерти, и отчаяния, и страсти, и так далее. И тоски. Но испанец понимает, о чем речь, а другие народы не поймут. Поэтому здесь то же самое. Раз ты принадлежишь к этому народу, то ты как бы, ну, уважаешь, ты же уважаешь членов своей семьи. А нация – это большая семья. Да, там есть разные, есть уроды, что называется, есть там хорошие. Ну, это как бы, ну, это некая твоя обязанность, это возложенная на тебя ответственность. Ну, вот сегодня я тоже дискутировал, там говорят, ну, как вот нация, там, ислам, как они совмещаются. Ну, вот помимо тех доводов, что я приводил в начале своего спича, я бы еще сказал, что это сфера твоей ответственности. То есть, например, вот я действую вот в рамках там татарской нации, да, знают меня, я могу объясниться там, я примерно понимаю, как ментальное строение происходит, ментальная особенность. Но если я поеду куда-нибудь, я извиняюсь, в Таджикистан и буду им вещать, вы представляете, что они мне скажут, да? Ну, как бы у тебя вот есть свой народ, ты там можешь, да, мы тебя там уважаем, но вот это будет достаточно правильно в том смысле, что ведь я не знаю всех их особенностей. И мне будет сложно с ними коммуницировать. Возможно, как я уже говорил, это процесс, да, тоже сказано в Коране, чтобы вы познавали. Познание – это процесс вот этот. Но этот процесс требует огранки хорошей. Он требует того, чтобы мы сначала поняли друг друга в рамках своей Нашей семьи, общности, да. в рамках своей общности. А потом уже можем выходить на более широкие пространства. Благодарю, Руслан. И в заключение есть у нас время или уже все, закругляемся? Скажите, потому что у Ну, вас... давайте, да, один Да, вопрос. И да, я один буду... вопрос. Дело в том, что мы как раз говорили о том, что именно в периоды кризиса в социуме, да, национальная идентичность, она начинает проявляться, ну, как бы вот она, вот эти национальные костюмы, в которых, да, мы начинаем видеть даже в повседневной жизни атрибуты. Вот сейчас что, кризис? Вот ваше мнение, вот сейчас что вообще в социуме происходит, в обществе, в стране нашей? Кризис, раз подъем такой национального духа, национального Да, кода. я считаю, что глобальный кризис, он фундаментальный, он основательный, он, если позволите, бескомпромиссный, потому что он связан с кризисом цивилизационной проявленности раз, это кризис постмодернизма два, Мгм. это кризис глобального человека, то есть системе большой не удалось из человека сделать месиво, не удалось сделать невнятную единицу какой-то, унисекс, да, ни мужчина, ни женщина, там непонятно кто, человека New Age, у которого нет ни религии, ничего. Этот проект провалился, это глобальный кризис. Человек потерпел поражение, фиаско, глобальный человек. И, конечно, как каждый кризис, он порождает тягу человека к подлинному. Он ищет это подлинное, и поэтому он тянется к неким основаниям. В данном случае он ищет вот правду, веру в прошлом. В смысле идеализации. Ну, вы знаете, столетия назад так и было. Европа там также искала, и был же кризис достаточно серьезный, когда после Первой мировой войны оказалось, что вся вот эта система, она обветшала, и люди искали, а где же, вот за что уцепиться, что же является тем самым, той самой нитью правды, да, которая выведет нас как нить Ариадны куда-то, к свету. Сейчас то же самое. Мы видим разочарование людей. Никто, что
мы стремимся к глобальному миру там, и так далее. Все понимают, что закончилось просто как возможно, иллюзия, которая растворилась. И человек естественным образом тянется, он ищет, что где же правда. Пробует обратить внимание на прошлое, искать там мудрость в изречениях, там, в священных писаниях, в народных сказаниях и так далее. То есть не всегда понятно, что народную мудрость, народный эпос и народную молву там надо идеализировать, я против этого. Но то, что там есть зерно, однозначно. И потом это ценности, это важные ценности, потому что без системы ценностей человек жить не может. Если он считает, что он может прожить, то он просто скатывается в состояние животного. Ну, даже у животного есть внутренняя этика. Да, даже мы видим, что животные помогают друг другу, мы видим, что животные действуют по какому-то алгоритму. Вот. А человек пытается от всего этого отказаться, и оказывается, в конце концов, что он банкрот. Но наш интерес должен быть не этнографический интерес к платьям, к танцам, к чак-чакам и так далее. Это не тот уровень, которым мы должны достойно следовать. Наш уровень другой, мы цивилизация книги, мы цивилизация больших проектов, мы потомки тех, кто взрыхляли все вот эти вот многотысячные как бы, степи, да, вот, и так далее. И при этом мы, то есть наши предки могли переварить многое, то есть мы приняли ислам и вполне органично вписали его в нашу цивилизационную матрицу. Мы впитали там письменность, мы впитывали новые какие-то знания, веяния и так далее. Татары, в общем-то, были основоположниками там, Ренессанса в большом мусульманском мире более чем столетие назад и так далее. Вот к этому надо стремиться, это надо возрождать. А танцы, шманцы, обниманцы, ну, это очень такая сталинская концепция, которую выдумывал это для того, чтобы сохранять народы вот в этом культурном гетто. Вот. Я думаю, что наш потенциал куда как шире всего этого. Да, Руслан, благодарю за такую торжественную кульминацию, такая доминанта, и очень так здорово это меня лично даже взбодрило, направило. Я очень надеюсь, что это подействует на наших слушателей. Да, иншаллах. Какая-то наша лепта будет. Да, не все просто так, да, не все случайно. Что за книга? Вы можете ее показать, про которую говорили? Да, могу. Да, покажите, пожалуйста. Могу с удовольствием. Эта книга называется вот «Сюляевка в краю родников». Вот, достаточно большая книга. Это про вот село, которое в свое время было в Саратовской области, сейчас оно находится в Пензенской области. Примечательно это село тем, что выходцы из этого села возрождали ислам в Саратове, они восстановили мечеть, они были теми, кто были имамами первыми, ну и так далее. Достаточно такое большое село было. Очень много известных выходцев, люди, которые там делали карьеру в различных отраслях. То есть это вот показывает, что татары очень талантливые, и, как я уже сказал, у них в жилах течет как бы вот эта традиция управления по-настоящему, традиция политической власти. И эти люди вот показывают, вот я сегодня общался со старейшинами, у них уже династии, вот, бизнесом занимается кто-то там, заслуженный врач и так далее. Вот небольшое село, огромное количество. Таких очень много, и нам нужно говорить об этом, возрождать, что татары это не, как многие считают, какие-то там пахари. Абсолютно нет. Эти люди, вот кто основал вот это село, это были мурзы, то есть князья, которые были служилыми татарами, то есть они после разгрома всех татарских ханств вынуждены были идти, ну, потому что они были воины, они не имели другого ремесла, кроме как воевать. Ну, это знать была. И они пошли охранять как бы вот рубежи на России. И вот эта знать, она проявлялась, то есть никуда не уходит эта генетика.
вот эти навыки, они передаются с поколения в поколение. Ну что ж, из поколения в поколение будем нашу эстафету, марафон продолжать, Владимир. И надеюсь, мы увидим вас воочию в Санкт-Петербурге, приглашаем вас Да, для встречи. Да, да, обсудим это отдельно. Но отпускаем вас, хотя, конечно, хочется с вами еще разговаривать, и мы только втянулись. Да, благодарим, что ваш такой тайминг и ваш, будем говорить, распорядок, вы нашли время для нашего общения сегодня в полевом режиме, но все-таки мы вместе сегодня. Да. Рахмат Бекзур. Передаю вам большой салам от татар Саратовской области. Тоже тогда алейкум салам тоже от нас, от татар в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Сердечно. Ждем в гости. Очень приятно, ну, спасибо. Да. Алейкум ассалам. Итак, дорогие наши подписчики, зрители канала Питер Татар, я, Катифа Ганидинова. Мы сегодня общались с Русланом Айсиным, политологом, руководителем концептуальной площадки Татполит и проекта «Поистине». Благодарим за то, что вы с нами сегодня были вечером.